хорошая игра была с хорошим соперником, который несколько поменял стиль игры. Хорошая балансированная команда, Шахтер во всех линиях. Поэтому игра была, в принципе, равной. За исключением последних, может быть, 15 минут, где нам пришлось обороняться. Не смогли мы как следует освежить нападение. Вот. Ну, по большому счету, наверное, все-таки счет закономерный. Было бы обидно нам пропускать после удара Сани Сачивка. Поэтому где-то было последние минуты матча нам Бог воздал то, что не удалось Сыслачу. Была хорошая мужская игра, в которой в таких матчах, к сожалению, остро очень по накалу, много было борьбы. Чего не хватало, так это зрители. А так, в принципе, пусть будет так, как есть. Спасибо. Есть ли вопросы? Игорь Николаевич, футбольный клуб «Шахтер», Алексей Москович. Какой «Шахтер» проще для вашей команды? Какие игры были проще? Образца прошлого года или нынешнего? Ну, мне тяжело сравнивать. В принципе, изменилось по сравнению с игрой той, которой мы играли, когда проиграли 6-0. Мы играли совсем другим составом. У нас тогда было много очень травмированных, и Шахтер играл несколько в другой футбол. Эта команда проповедует какую-то смесь, скажем так, силового и техничного футбола. То есть она играет в такой, ну, может быть, более разнообразный футбол. Мне так кажется со стороны одни. Поэтому хорошая команда, хороший стиль, и люди знают, что делать. Хорошая команда. Ну, хорошая игра была, только в этой игре было мало моментов для того, чтобы выиграть. Они были, но их было мало. Понимали, что команда будет от обороны играть, потому что изучали. Команда, которая очень здорово выбегает в контратаке. Мы тоже об этом побеспокоились, поэтому один из крайних защитников постоянно где-то оставался для подстраховки, потому что, проанализировав игру с Ислачью и игру с Витебском, решили так, ну, не реализовали свои моменты. Если бы реализовали, то я думаю, счет был бы другой. Команде пришлось бы все равно идти вперед, где-то раскрываться, но когда 10 человек стоит за линией мяча на своей половине, ну сложно скрыть, это очень сложно скрыть. Нужно очень много креативных футболистов, они у нас есть, конечно, тот же Иванович пытался, старался, и воду специально выпустил для этого, что где-то понимал, что может обыграть один в один, двоих игроков, но, к сожалению, не хватило. Спасибо. Есть ли вопросы? Игорь Николаевич, 3 тура позади, забито только 2 мяча и 4 очка заработано. В чем видите проблемы? Очень плохо. Плохо, конечно, в чем видите проблемы? Я это понимаю прекрасно. Работать, а что остается? Ну, если посмотреть на футбол, мы сыграли 3 игры в чемпионате, ну, все команды практически играют от обороны. Закрываются на той половине. И понятно, что нужно их скрывать. Над этим работаем, поэтому и выбрали эту схему, играем 2. Все замены, которые делал, все, что есть в наличии из атакующих футболистов, все сегодня были на поле. К сожалению, не хватает где-то креатива, возможно, не хватает где-то вот этой передачи скрытой. Ну, но то и есть футбол. Тут надо отдать должное команде той же Гродно-Неман, которая очень компактно и очень добротно оборонялась. Тут только им респект. Мы, по крайней мере, ну пока, видите, даются голы сложно. Хотя, я же говорю, есть убойные моменты, но, к сожалению, они не реализованы. Вот это вот плохо, что где-то может быть расслабленность при завершающем ударе, может быть что-то другое, обидно. А так, я как тренер, я прекрасно понимаю, это очень плохой результат. 3 игры, игру проиграли, игру ничью сыграли, тем более в 2 домашних играх мы 1 очко взяли. Ну, надо перетерпеть, значит, есть над чем работать, будем работать, а там жизнь покажет, вы знаете. Я такой человек, что пока есть доверие, работаю, нет его, я же говорил, когда приходил, что мне очень интересный проект, мне интересно поработать, интересно сумасшедшие задачи. Ну, давайте посмотрим весь чемпионат, как он выглядит. БТ как выступает. Динамо Брест тот же, вот сейчас вот будет посмотрим. Динамо Минск. Поэтому я думаю, что нужно потерпеть. Плюс поля, я думаю,
я не могу сказать упрек в сторону поля, но все равно не то качество, которое хотелось бы. Оно где-то чуть жестковатое, понятно, ребята где-то мяч дробит, где-то лишние касания. Поэтому я думаю, со временем, когда все наладится, то будет все нормально. Я за это не переживаю. Мне нечем упрекнуть своих футболистов. Они старались, они выполняли то, что я им сказал. И здесь ответственность на мне в первую очередь, а не здесь. Ни при чем. Спасибо. Вопрос по игроку Самидзе. Вообще очередной неудачный матч, я считаю. У него какой-то кредит доверия есть или какие-то выходы будут? Ну, почему неудачный? Ну, то, что не забил, да. Но такого плана футболист, он может пас отдать, он хорошо может обработать мяч под напряжением. Таких футболистов назовите мне, кто еще может так вот сыграть в этой позиции. Пока что он старается, понятно, что тяжело, но я ему доверяю, потому что вижу в нем действительно того футболиста, который может именно принять в этой зоне мяч под напряжением соперника, спокойно разобраться. Поэтому ему есть этот кредит доверия.